За 30 лет после обретения независимости в Кыргызстане трижды происходили перевороты. И все 3 раза они были связаны с выборами. Қырғызстан орталық Азиядағы халқы саяси белсенді, бірақ жүйесі тұрақсыз ел. Жаңа заң, жаңа формат, жаңа уәде. Дегенмен аузы бір емес, бірнеше рет күйген қырғыз жұрты бұдан былай биліктің ісіне қарап шешім шығаратын сияқты. Бұрын төңкеріс арқылы тазартылатын ел биыл бірінші рет заң арқылы сайланып көруге талпынып отыр. Сейчас настроение общества внутри Кыргызстана, температура политическая, она не такая, как обычно, да, когда вот у нас постоянно какие-то протесты, волнения, митинги, да, та картинка, которую обычно видят казахстанцы со своих телевизоров, в интернете, всего этого сегодня нет. Я бы даже сказал, что политическая активность в Казахстане даже может быть на сегодня выше, чем в Кыргызстане, потому что те ожидания, которые были от новой власти, еще до конца не сбылись в Казахстане. Я сам бываю в Казахстане и слышу эти вещи. Но в Кыргызстане сегодня очень такая ситуация, я бы не мог сказать, что она на 100% стабильная, но она очень сильно стабилизировалась, потому что нынешняя власть, она как бы пришла, конечно, на волне революции, потом избралась, но она достаточно очень эффективно сегодня работает. Они строят новые детские сады, реконструируют дороги, социальные объекты, какие-то запускают новые национальные проекты. Улучшили вопросы, решили вопросы, связанные с границей. И общество, народ Кыргызстана, оно позитивно реагирует на эти изменения. Почему у нас на сегодня вот представители оппозиции или люди, которые имеют другой взгляд на вещи, они не могут получить популярности, они не могут как-то вот быть любимцами народа. Не из-за того, что у нас люди перестали думать там по-другому или вот дух свободы пропал, просто потому что нынешняя власть, она более-менее старается как-то что-то делать, вкладываться в развитие страны. Это является главной причиной. Почему? Потому что это является главной причиной, почему в нашей стране есть стабильность. Вот, помимо того, что, конечно, силовые органы очень жестко борются с коррупцией, в том числе и вот с людьми, которые имеют другое мнение. Но вот общая такая генеральная картинка такая, что государство действительно сегодня старается что-то делать. И именно поэтому вот мы видим эту картинку. И более того, они, конечно, как и любая государственная власть, стремятся к тому, чтобы эта стабильность продолжилась, удержать эту власть. И поэтому они стараются исключить любые риски. И поэтому вот это наложение 2 выборов они решили дистанцировать во временном характере, да, чтобы время между парламентскими выборами и президентскими выборами было достаточным для того, чтобы эти 2 события не наложились друг на друга, не вызвали какого-то резонанса. С этой позиции они правильно делают, и важно, что вот сегодня они как государство, понимая и осознавая риски, что может привести, вот, если пройдут несправедливые выборы, они сегодня уже пресекают вот, даже в своих речах, выступлениях. Я думаю, может быть, даже вот во время избирательной кампании, если будут явные какие-то очень жесткие нарушения, будут какие-то примеры, как пример будут какие-то пресекаться эти нарушения, будут какие-то задержания, такие громкие, чтобы показать другим кандидатам, что государство очень жестко контролирует эту ситуацию. Қырғызстанда 30 қарашада Жогорку кеңештің парламенттің кезектен тыс сайлауы өтеді. Бірақ бұл жолғы науқан бұрынғысынан өзгеше. Жаңа заң бойынша ел аумағы 30 көп мандатты округке бөлінеді, әрқайсысынан 3 депутат сайланады. Олардың саны өзгермейді, тек жүйе жаңарады. Партиялар әр округтен бір үміткер ұсыналады, өзін-өзі ұсыну да мүмкін. Егер депутат өкілеттігінен айырылса, қайта сайлау өткізілмейді. Бос орын келесі көп дауыс алған кандидатқа беріледі. Дауыс толық автоматты түрде саналады, нәтижелер лезде жарияланады. Яки теория жүзінде бұрмалау жоқ, адами фактор шектелген. Оппозиция әлсіреген елдегі саяси науқанның бас аяғын президент Садыр Жапаров жеке бақылаймын деді. Эти выборы я лично буду контролировать от начала до конца как арбитр. Если в каком-то округе будут зафиксированы несправедливые действия, я сам приму участие в разбирательствах ЦИК
или создам комиссию и направлю туда своих доверенных людей. Каждое дело будет рассмотрено справедливо. Өткеннен сабақ алғысы келгеніме әлде қоғамды алдын ала дайындаудың қамы ма белгісіз. Әйтеуір Садыр Жапаров сайлаушыларға маңызды ескерту жасады. Президент, егер 5 жылға сайлаған депутатыңызға кейін көңіліңіз толмаса, шағымды өзіңізге айтыңыз. Себебі бұл таңдауды жасаған өзіңіз, деді. Соңғы жылдар Қырғызстанда сайлау әркез күйзеліспен, төңкеріспен аяқталып келген. 2010-2020 жылы бәрінің сценарийі ұқсас, бұрмалау, наразылық, биліктің ауысуы. Биылғы сайлау сол тізбекті үзуге берілген соңғы мүмкіндік іспетті. Сонымен жүйе халық сенімінен шыға ма? Сарапшылар ойығандай, сайлау науқанының әділ әрі бәсекелі өтуіне сенуге бола ма? Можно отметить, что на сегодня Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики, она идет впереди СНГ многих стран, она очень прогрессивная, и те реформы, которые она провела, действительно обеспечивают, можно сказать, достаточно высокую прозрачность организации проведения выборов. У нас в стране сегодня нет таких вещей, как карусели избирательные, когда можно было подкинуть бюллетени в избирательные участки. Это все на сегодня очень сильно минимизировано, потому что есть идентификация через пальцы, потом идет огромное количество наблюдателей, которые наблюдают каждого кандидата в каждом участке. Более того, все это делается онлайн, очень быстро результаты выходят, буквально каждые 2 часа мы видим результаты по участкам, поэтому делать какие-то махинации очень сложно. Но в тот же момент, если это все как бы на территории избирательного участка контролируется, то вне этого участка, конечно, есть определенные риски, в том числе коррупционного характера, когда агитаторы на предыдущих выборах они подкупали избирателей, давали деньги, организовывали различные запрещенные законом мероприятия, раздачу еды, праздников. И сегодня государство в этом направлении тоже пытается принимать меры. Они сегодня через силовые органы, через правоохранительные органы стараются это все минимизировать. Но 100% гарантии, конечно, никто сегодня на самом деле дать не может. И президент от лица государства, он как бы обязан был эти вещи сказать, но в тот же момент большая ответственность сегодня на кандидатах, на агитаторах, потому что, учитывая даже эти моменты, на этих выборах разрешено иметь в штабе до 1000 агитаторов, Такого никогда в истории Кыргызстана не было, для того, чтобы максимально минимизировать вот эти коррупционные риски. Есть местные кинеши. Почему мы на них не использовали? Почему до других кинешев не попробовать использовать, да? И в преддверии президентских выборов кто специалист по нанотехнологиям и где соответствующие нормативные документы, которые должны допустить использование таких технологий. И когда у нас осталось до парламентских выборов очень короткий срок. Это не лаборатория, это судьба народа. И, кстати, судьба самого президента. И неправильное применение нанотехнологий может привести и к последующим трагическим последствиям в стране. Самые консервативные государства, которые есть в мире, у которых действительно есть соблюдение демократии, выборах и прозрачность, они используют обыкновенные простые технологии без излишеств. Посмотрите, наши выборы, которые прошли, сегодня Шайлдабекова, госпожа, просидела 10 лет. Почему? У нас там такой в истории не было. Один только председатель Центра избиркома не может такими годами сидеть. Да, она провела период Атамбаева, но при этом мы же знаем, как подделывались результаты тех же ведомостей, как подменялись видеокадры, как много чего было. Потому что используются нелицензированные аппараты на тех выборах, не имеющие с программой, которая была усечена. Усеченная программа выборных процессов, это уже начинается как плагиат. Вы понимаете, да?
За аппаратом сидел только за безопасностью компьютерной программы сидела только одна мадам, которая сидела до дальнейший срок. Доступ, который имела только она. Вы понимаете? И человек, у которого, оказывается, доступ к программному обеспечению, тот и будет владеть результатами выборов. Қырғызстанда саяси реформалармен бірге қоғамды дүр сілкіндірген тағы бір бастама бар. Президент елде өлім жазасын қайтаруды көздеп отыр. Құқық қорғаушылар мұны артқа шегініс деп бағалайды. Өйткені Қырғызстан тәуелсіздік алғаннан кейін бірінші болып өлім жазасына мораторий енгізген елдердің бірі еді. Сөздерінше, революциялар халықтың әділетке деген соңғы үміті болған. Бірақ өлім жазасын қайтару әділет емес, қорқыныш саясатына қайта оралу дейді. Народ, он сердоболен. Народ тяжело. Я думаю, сегодня в каждом доме очень тяжело обсуждать последнюю тему. Все понимают. И помните, стая все молчит. Стая не может ответить. Но она молча наблюдает. И у каждого боль в сердце, потому что у каждого есть ребенок. Вы понимаете, да? И это... Такие действия, может быть, раньше и были, но как-то не получали публичную огласку. Но ведь сколько судеб таких порушено. Я бы подошла к этой точке немножко серьезно. Я считаю, что президент Садыр Джапаров сегодня должен посмотреть на свой указ со всех сторон. Второе, он должен понимать, что вы подписали международные нормы, общую декларацию о правах человека, там ряд документов. И будучи подписаны, мы отказались. Аскар Акаевич, когда принимал это решение, мы посмотрели уже по итогам следственных действий. То есть пересмотрено было экспертами десятки тысяч документов, где, мы помним, репрессии 40-х и 1937 года, да? С учетом всего, что было, пришли к мнению, что человек должен иметь право, доказательного право доказывать с обеих сторон. Ақордада Қырғызстандағы демократия тәжірибесіне келгенде әрдайым күмәнмен қарайды. Тіпті бұрынғы басшы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі бірде қырғыздар демократия орнатты, бірақ мен жыл сайын 100 мың тонна астық бермесем, ол демократиямен бірге қырылып қалар еді деп ашық айтқан еді. Бұл сөз жай әзіл емес, бауырлас елдің жағдайына берілген саяси баға. Расында Қырғызстандағы жиі ауысатын билік пен тұрақсыз экономика көрші елдерге де сабақ. Демократия бар, бірақ нәтиже жоқ. Ақорда үшін мұндай мысал хаостың, ал биліктің өзімен сабақтың көрінісі.